Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что с ним творится из-за вас? Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, так и спросите: мой милый дорогой, что с тобой творится из-за меня? Что я с тобой сделала? Так, я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что открыто. Так. Ну, фонтан. Вышел просто фонтан, девчонки. Но вы волшебница, чародейка. Вы меняете реальность. Вы меняете этого мужчину. Что с ним творится? Ну, давайте я так вам набросаю, да, вот взгляд со стороны. Потом я расскажу о его взгляде. Так, во-первых, огромное желание вы в нем пробудили жить. Жить настоящей полноценной жизнью, чего-то добиваться, какие-то достижения, свершения, прогресс, развитие. Вот благодаря вам, общению с вами, либо разговорам, там, ваш взгляд на жизнь, ваши отношения к жизни, человек вдруг осознал: Боже, я прожил столько лет, но я же не жил, я просто существовал. Жизнь моя какая-то была странная, какая-то пресная, неинтересная. Вот ничего хорошего не происходило. Все какая-то рутина, монотонность, ограниченность, даже убогость какая-то происходила. А вот вы как глоток свежего воздуха. Вы вошли в его жизнь и опа, радуга. А какое небо голубое, а какие цветы красивые, а сколько моря, там, удовольствий, там, наслаждений, сколько всего есть в жизни, сколько всего интересного. Вы, мои хорошие, пробудили в нем самые лучшие качества, самые прекрасные желания, которые развивают человека и его наполняют. Ему хочется путешествовать, ему хочется, не знаю, там, читать, писать, стихи сочинять, что-то изучить, не знаю, каким-то спортом там заниматься. Вот прям самые лучшие желания, самые. Он как будто бы сидел в шкарлупке какой-то, да, вот внутри панциря. И благодаря вам вот этот панцирь, он треснул. И начала пробиваться его прекрасная душа наружу. Вот его человечек, этот внутренний, светлый, добрый, замечательный человечек. Благодаря вам он чувствует желание быть нужным, помогать. Вот хочется позаботиться, там, не знаю, о человеке, там, о котенке, о какой-нибудь птичке там, несчастной. У него жалость появилась, у него появились какие-то вот самые прекрасные, добрые человеческие эмоции, чувства. Вы так над ним поработали, вот ваше прикосновение, вот ваше легкое такое прикосновение, мгновение. Вот чудо совершило с этим человеком. Он из толстокожего какого-то там мамонта превратился просто в прекрасного, благородного, ну, не знаю, оленя. Только не обижайтесь, да, я просто хочу сравнить вот благородство и красоту. Вот что вы с ним делаете. Поэзия, лирика, это все то, что вы с ним сделали. Я не удивлюсь, если ваш мужчина начал писать стихи. Стихи и посвящать их вам. Либо писать картины ваши, портреты, да. Вы настолько сильно его вдохновляете, вы настолько сильно его будоражите. Вот именно самые-самые прекрасные вот эти вот ноточки души, да, вот это вы задеваете. Мужчина благодаря вам хорошеет. У него есть огромное желание вот привести себя в порядок. Вот начиная, да, от того, что там, не знаю, там в носу волосы подстричь, извините за такие пикантные подробности, до там подкачаться, там спортом, да, вот привести себя в порядок, чтобы я мог там быть и сильнее, и красивее, там похудеть, там, может быть,
волосиков у него там недостаточное количество, он сейчас так думает, ой, надо привести в порядок, может быть, там нарастить, может быть, какую-нибудь такую прическу сделать, да, чтобы это там не бросалось в глаза. Хочется быть молодым и красивым. Для вас, мои девочки, вот что вы делаете. Больше скажу, кого-то отыграется, что мужчина задумался, причем очень крепко задумался о том, насколько он хороший любовник, да. Возможно, будет стараться. Ну, я не знаю, как там у мужчин это все происходит. Может быть, какие-то уроки будет брать, там, да, может быть, там по фильмам будет для взрослых учиться. Вот, ему очень хочется вас чем-то вот именно такого плана порадовать. Хочется, чтобы вы им восхищались так же, как и он восхищается вами. Ему хочется зарабатывать больше, ему хочется тратить на вас больше. Понимаете, вот жить, как я сказала, жить и жить полной жизнью. Это то, что вы с ним делаете. Теперь поговорим о его личном, да, взгляде, его личном отношении. Что с ним творится из-за вас. Ну, во-первых, он полюбил, и полюбил по-настоящему. Вот, знаете, жил и думал, что любовь, ну, это такая ерунда. Да, вот там женщины себе придумали это слово «любовь», и им тешутся. Типа, о, я люблю, а ты меня любишь? Ну, конечно, я люблю. Что ты спрашиваешь? Я же с тобой, значит, люблю. Вот, и он так, знаете, относился, ну, пустой звук. А вот благодаря вам он задумался. И говорит, божечки, вот никогда ж такого не было. Вот я ей живу, я ей грежу. Я для нее стараюсь. А что это такое? Вот я не думаю сейчас о себе, я не думаю о своих удовольствиях, я не думаю там, о своем животе, да, там, о своих каких-то развлечениях. Я всегда думаю о ней, чтобы ей было хорошо. Вот откуда-то силы берутся, откуда-то энергия какая-то интересная приходит. Вот это желание летать, да. Вот, пробуждайте. Вы самые вот эти глубинные, прекрасные, чистые, светлые чувства вы в нем пробуждаете. Он проходит очень серьезную трансформацию вот именно в отношении чувств, эмоций и вот наполненности, своей собственной наполненности. Благодаря вам он лучше стал себя чувствовать. Вот прям как силы пришли, желания пришли. Вот хочу в бой, да, я хочу быть рыцарем, я хочу на турнир, я хочу победить дракона, я хочу своей там даме сердца преподнести какой-нибудь там дар, подвиг какой-то ради нее совершить. Вот этого ему хочется. Вот что вы с ним сделали. Вы в нем пробудили настоящего рыцаря, мужчину, джентльмена. Вот что. И он этому безумно рад. Вот прям рад. Знаете, он сейчас как женщина. Ну, не обижайтесь, пожалуйста, да, то есть для него это не свойственно было, там, прихорашиваться, там, перед зеркалом, там, может, какие-то масочки начал делать, кремом, там, кремушком каким-нибудь пользоваться. Раньше он этого не делал, а теперь он это делает. И раньше, если бы кто-то ему сказал, он бы там высмеял этого человека, а теперь ему хочется быть красивым для вас, не для себя, не для вас. Вот что вы там лишний раз его похвалили, да, сказали, боже, как у тебя хорошо пахнет, либо какой-то сегодня там напомаженный, да, как ты хорошо выглядишь, там стильно. Вот этого хочется, похвалы вашей хочется. Хочется заслужить. Да, мои хорошие, ну, взорвали мозг. Перенастроили этого человека, сделали ему полную перезагрузку, полную перепрошивку, я не знаю, как это назвать. Он становится другим. И если вы спросите его там приятелей, родственников, да, кто знает его всю жизнь, и спросите, да, каким он был и какой он сейчас, они все скажут, нет, знаешь, это совершенно другой человек. Это просто счастливый человек, добрый, активный, там, улыбчивый, а раньше он был какой-то угрюмый, насупленный, там, необщительный, там, домосед, допустим. Вот так вам и скажут. Вы знаете, с этим человеком у вас очень много будет путешествий, очень много вы интересного и узнаете вместе, и увидите. И вот вы вдвоем, и целого мира вам мало. Да, вот интерес такой у вас пойдет, совместное что-то у вас пойдет, какое-то совместное даже увлечение. Может быть, вы чем-то занимаетесь.
то есть каким-то, может быть, активным там видом спорта, либо отдыха, вот он к вам будет присоединяться. Либо вы есть какой-то вот для себя откроете новый отдых, либо вид спорта. Здесь очень много еще интересного у вас впереди. И я вам даже больше скажу. Здесь не только он меняется, но и вы меняетесь. Вы друг друга настолько хорошо дополняете, вы настолько друг друга, ну как, вы подтягивая, вытягиваете на новый уровень развития души и тела. И это замечательно. Вы вот прям, знаете, фу-фу-фу, как мне идете, как сладкая парочка. Очень сладкая. Я за вас очень счастлива, мои хорошие. Берегите эти отношения. Берегите, цените друг друга, уважайте друг друга, любите друг друга. И пусть Боженька сохранит и продлит ваш союз на многие-многие годы. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.